Нужно дать соответствующие пояснения, потому что в местных средствах массовой информации очень много, так скажем, домыслов относительно сокращения объемов добычи. И почему-то делается акцент на том, что компания «Алроса» имеет планы по сокращению добычи, прежде всего, на аллювиальных месторождениях алмазов Анабара и Нижнеленского. Я хочу сказать, что корректировка планов по сокращению добычи, действительно, эти решения приняты, они были приняты еще в апреле. Связаны они с очень низким уровнем продаж алмазов в прошлом году и накоплением стоков компании «Алроса». У нас стоки увеличились практически на 6 миллионов карат, с 16 до 22 выросли. Соответственно, руководством компании принято решение с целью сокращения вот этих стоков, замороженных средств, скорректировать добычу. Мы ее снизили с ранее заявленных 39 до 37 миллионов карат. При этом ни алмазов Анабара, ни Нижнеленского эти сокращения не коснулись. Сокращения у нас предусмотрены в летний период на Удачненском ГОКе. Соответственно, 12-я фабрика будет стоять у нас более продолжительное время, нежели ранее планировалось для проведения летнего ремонта. И остановлена обогатительная фабрика номер 15 на Нюрбинском ГОКе. Алмазы Анабара и Нижнеленская, в связи с тем, что горные работы уже были выполнены, соответственно, это было экономически нецелесообразно, мы этого не рассматривали. Расчеты действительно, эти просчеты экономических последствий действительно были. Но сегодня с точки зрения эффективности работы, с точки зрения эффективности по добыче в выручке на 1 рубль затрат, и алмазы Анабара, и Нижнеленская имеют высокие показатели, соответственно, никакой остановки речи нет. Эти планы уже утверждены, соответственно, алмазы Анабара будут работать в соответствии с утвержденным бюджетом.